В первую очередь, заместитель председателя правительства Тимур Фаттахов поздравил сотрудников МЧС с прошедшим Днем Спасателя. Благородная профессия требует затраты колоссальных сил, средств и самоотдачи. Спасая наших граждан, эти люди каждый раз подвергают своей жизни риску, отметил вице-премьер, пожелав здоровья и долгих лет жизни. А далее обозначил основные направления в области гражданской обороны. Были предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение спасательных работ при ликвидации последствий происшествий, подготовка населения органов управления сил гражданской обороны и РСЧС к действиям в чрезвычайных ситуациях. В текущем 2022 году в результате проведения плановой предупредительной работы удалось не допустить ни одного ЧС у нас на территории республики. 313 пожаров нанесли материальный ущерб в 16 миллионов рублей. На водных объектах погибло 3 человека. Это данные за 2019 год. По республике Ингушетия ведомство приводит их, сравнивая с цифрами за аналогичный период 2021 и 2022 года, констатируя, показатели улучшились во многом благодаря деятельности единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС Ингушетии, работа которой направлена на недопущение чрезвычайных ситуаций, а также на проведение эффективных и действенных мер по повышению уровня защищенности населения. Начальник управления МЧС России по республике докладывает. Плановая работа РСЧС Республики Ингушетия и Главного управления позволила в текущем году не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, природных пожаров и их распространения на населенные пункты, обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод в период весеннего половодья, обеспечить бесперебойное функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний отопительный период. За 2022 год на территории республики чрезвычайных ситуаций не произошло. Министерством по чрезвычайным ситуациям и подведомственными учреждениями во взаимодействии с управлением МЧС, а также с муниципалитетами проведена большая работа по реализации на территории региона единой государственной политики в области гражданской обороны и защиты населения от ЧС, техногенного характера, безопасности на водных объектах и пожарной. В рамках данной программы за отчетный период текущего года нами проведена следующая работа. В целях совершенствования нормативно-правовой базы Республики Ингушетия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций подготовлено 23 проекта нормативно-правовых актов, из них 2 закона, 1 указ главы республики, 12 постановлений и 2 распоряжения правительства республики. Для повышения готовности органов управления, сил и средств, функциональных и территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации Республики Ингушетия в выполнении задач по предназначению проведено 10 мероприятий оперативной подготовки согласно плана. Из них 3 командно-штабных учения, 3 штабные тренировки, 3 тактика специального учения и 1 объектовая тренировка. А далее, говоря о целях и задачах на 2023 год, в управлении отметили, что удалось усовершенствовать скоординированность взаимодействия сил подразделений спасательного ведомства по всем направлениям, а в завершении наградили отличившихся сотрудников министерства и подведомственных организаций. Адам Мережков, Адам Далаков, Новости 24.